В Ингушетии проходит уборочная кампания. Работа кипит на полях ГУПов Алханчуртский и Зорье Кавказа. На тысячах гектарах идет жатва озимого ячменя. Несмотря на жаркую погоду, уборка проходит без технических сбоев. Аграрии пытаются успеть в срок и собрать как можно больше урожая. Впереди еще и жатва пшеницы. Из Малгобека репортаж Адама Мережкова. Издалека может показаться, что комбайны будто плывут по золотистому морю, ну а приблизившись к этим труженикам, становится понятно. В самом разгаре уборка озимого ячменя. Настрой у работников ГУПа Алханчуртский боевой, к тому же расслабляться еще рано. На очереди пшеница. Здесь предстоит убрать урожай с площади 280 гектаров. Сейчас мы убираем озимый ячмень, сорт достойный. Вот, как вы видите, приблизительно планируется получить урожай с данного поля в пределах 29, 30, 32. Но мы прогнозируем, что урожайность в этом году у нас будет нормальная. Мы планируем получить по кругу, то есть общий валовый сбор где-то в пределах 30-32 центнеров с гектара. Одновременно с уборкой урожая идет заготовка кормов. В работе задействовано 6 комбайнов. Пока что убрали около 100 гектаров, при том, что у предприятия для озимых отведено более 600 гектаров. Ну а в следующем году здесь планируют увеличить посевные площади до 1000. Зерно нужно очистить. Для этого весь груз сразу направляют на склад. А это ГУП Зорье Кавказа. Озимыми яровыми культурами здесь засеяно 2000 гектаров. Это овес, ячмень и пшеница. Здесь, так же как и во всех предприятиях региона, идет уборочная кампания. Труженики уже собрали около 100 засеянных гектаров. Сейчас началась уборка. Вот, с 1 числа мы начали убирать озимый ячмень. Значит, идет одновременная уборка и заготовка кормов. Убрали где-то около 100 с лишним гектаров зерна. Урожайность 28-29, может еще выше. Нам помогли, значит, с удобрением, с ядохимикатами. Мы своевременно провели внесение удобрений и обработали поля. Поэтому у нас поля чистые, не засоренные. А соответственно и качество зерна будет хорошее. Кроме того, местные аграрии уделяют особое внимание и развитию животноводства. По поручению главы республики мы дополнительно сейчас именно на этой неделе приобрели еще 500 голов мелкорогатого скота, то есть бараны и козы. Значит, идет увеличение поголовья, значит, соответственно, и корма должны быть, и кураж должен. Как идет уборочная кампания, проверил лично министр сельского хозяйства. Магомед Гагиев побеседовал с аграриями, справился о состоянии КФХ региона и обозначил, что перед ними стоят задачи по наращиванию темпов развития животноводства и растениеводства. Задействовано свыше 300 единиц спецтехники для уборки. Это группы, фермерские хозяйства, сельхозкооперативы. Все, что касается сельского хозяйства республики. Все мероприятия проведены строго в срок. Также созданы мобильные ремонтные бригады. Если, например, техника ломается на полях, сразу мобильная бригада выезжает и ремонтирует. В 2019 году главой республики Махмутом Алимом поставлена задача развития животноводства, крупнорогатого скота, мелкорогатого скота. На данный момент идет второй этап закупки и крупного, и мелкорогатого скота. Госзадание, поставленное по республике Ингушетия, надеемся, будет выполнено на 100%. Это повысить урожайность, повысить развитие животноводства. Масштабную уборку урожая озимых аграрии начали с начала месяца. Труженики Ингушетии намерены оправдать благоприятный прогноз, тем более, что погода благоволит. Адам Мережков, Новости 24.